на парковке Шпар. Сейчас зайдем и посмотрим, что есть в супермаркете. Цены на мясо, смотрите, 18 евро. Так, стейки вызывает 32 евро, 65 евро. Но здесь очень много свинины. Так, вот, 12. Шоп-стик маринад, замариновано 10, вон видите, 13 евро. Мясо 12 евро, ну то есть 1200, да, получается. Здесь есть готовые варианты, вот замаринованные ребра, Шпар, ну походу это их фирменные. Ну а здесь свинина, стейки, это получается говядина. Цену не вижу. Готовые, походу. Вот такие вот готовые, смотрите, уже нарезанные кусочки. Мясные можно тоже готовить. А вот 4 евро per килограмм. Сосиски. Так, сыры 5 евро, 3 евро, это 150 грамм. 21 евро килограмм, то есть 2100 рублей килограмм получается. Креветки по 6 евро. Колбасный ряд 5 евро, 4 евро, 2 евро, 2 евро. Это за, то есть 24 евро за килограмм. 24 евро за килограмм, то есть 2400. Колбасы. Вот уже нарезанная 2300, видите, вот 24 евро за вот этот килограмм. Так, хумус. Креветки. Ага, вот помидоры. Возьмем хумус. Сыры 8 евро, 5 евро. Значит, смотрите, килограмм 60 евро. Это какой-то дорогой сыр. 25, 25. Ну, на 100 умножайте, вот получается цена. Так, фрукты. Давайте посмотрим. Значит, тыква стоит 2,5 евро, это 250 рублей килограмм получается. Грибы, шампиньоны 3 евро, 2 евро. Значит, 4 евро стоит килограмм. 400 рублей получается. Шампиньоны, вон вешенки. Капуста, вот такие вот популярные наборы у них. Есть нарезанные, есть в таком виде. Смотрите, кукуруза уже сваренная, вон там. Так, картошка, картофель 3,70, 5 килограмм, пак по 5 килограмм. Так, лук 1 евро 29, то есть 129 рублей получается. Огурцы, яблоки 3,20 яблоки, но яблоки, честно говоря, немножко запах есть, но они какие-то подуставшие. Вот, зеленые классические яблоки 2,49, 249. Запаха вообще нету. Дыня. Закармелон, это дыня, скорее всего, 3 евро. Но она, скорее всего, вообще без запаха, резиновая. Так, помидоры. Авокадо. Авокадо очень мягкий. 2,79. То есть 279 рублей. Йогурт. Вот такой большой йогурт. 1,35.
Ну, большой, 135 рублей получается, огромный. 85 рублей. Тоже вкусные. 4,7 за килограмм. Ну, вот это вот какие-то цветные яйца. Я не знаю, что это такое. Уже, наверное, сваренные. Пастель. Покрашенные. Так, десяток яиц. Яйца, кстати, вкусные. 3,89. Так, перст штук 1,85, 65 центов. То есть, что получается? 65 рублей, что ли? Ну, яйца, походу, дорогие. 2,79 он внизу. То есть 279 рублей за одно, за десяток. Масло 199 рублей, 250 грамм. Вот такое вот масло. 250 грамм, побольше пачка, чем у нас. На проценты не написано. 82%, все есть. Получается, ну, 200 рублей. Молочки, кстати, много, и молочка вкусная. Вот мы попробовали молочку, она реально вкусная. Так, вот кавьяр, это у нас икра. Цену не вижу. Вот. Ну, 649. Я думаю, что по меркам немцев, австрийцев, кто здесь живет, это доступно. Даже для нас, по нашим ценам, это доступно. То есть примерно как наши цены. Олдскулы. У кого свело? Лучше нет. Рама. Смотрите, мы в Вене зашли в большой супермаркет, это Шпар, это как бы сеть такая по всей Европе, она очень популярный, большой маркет. И мы решили посмотреть, что здесь из кофе представлено, вообще кофейная полка, на что похоже. Ну, давайте разбираться, как бы, да. Честно говоря, я вот так вот взглядом окинул, ну, не вижу что-то, что у нас популярно. Ну, вот Лаваца, да, единственное, что здесь очень много ее вариантов. Смотрите, Starbucks, но Starbucks мы уже знаем, эти капсулы, все понятно с ними. Смотрите, вот Лаваца эспрессо, Лаваца крема. Вот есть какой-то кофе. Ну, все это под машинку, все это, скорее всего, пожаренное, пережаренное. О, запах пошел хороший. А вот такой у нас Илли продается. Вот Илли, вот Илли. Это, кстати, и есть, по-моему, австрийский кофе. Его ценят, но он все-таки темновато, то есть он такой жестковатый. Для автомата, скорее всего, нормально, но мы такой кофе не пьем обычно. Вот смотрите, какая здесь Лаваца есть. Сейчас нам подсказали, что в Италии он еще может дешевле купить, то есть 32 евро, 33 евро, 3300 рублей. Ну, за килограмм это как бы многовато, да? Спешл сегмент пошел. Так, еще что здесь есть, смотрите. Ну вот, тоже Илли. Био-кофе. Био-кофе, честно говоря, не знаю, что это значит. Настоящий кофе. Кстати, вот это вот Далмейер Эфиопия, у нас она есть. Здесь стоит 21 евро, это за килограмм. У нас Далмейер, по-моему, 1200 полкило. Я видел его, продается. Так, ну Якобс. Дальше что здесь? Вот какой-то Реджио в ростере. Тоже похоже на итальянский. Да, но смотрите, здесь вот интенсивность 6, но они все пишут 6, а по факту это около 10, очень По свежести. по свежести, да. Давай посмотрим по свежести. Значит, 10-26 год, это что у нас? Это срок годности, да, истекает. Ну, то есть вы понимаете, то есть оно уже лежит. И тут 10-й. Да, вот смотри. Премиум кафе де Муджерес. Это что, 12 евро? Да, 12 евро полкилограмма. Ну, слушайте, цена как бы... Тут вообще в Европе кофе дорогой. И спешлти сегмент здесь вообще очень дорогой. Ну, прям серьезно. Так, Реджио. То есть это, походу, вот этот бренд Реджио. Здесь уже пошел сегмент растворимого кофе. До 6 вот у них просто. Это вранье. Они прям сильно пожаренные. Это все вранье. То есть они почему-то пишут 6. Я вот 10 ни разу не видел. Вот 8, кстати, есть. Я не знаю, что здесь, но, наверное, вообще здесь углей. Вот, кстати, 9. Реджио Ростери. 9, да? По интенсивности, что они пишут. Опять же, срок годности 05-27. То есть они, скорее всего, 2 года закладывают. То есть 5, в мае 25 года он был расфасован, да? То есть довольно-таки тоже давненько уже лежит. Но из привычных сортов, как бы я здесь ничего не вижу. Вот растворимый сегмент пошел, смотрите, видите? Это все растворимое. Нескафе, ну, мы уже такой не пьем. Кто-то, наверное, пьет, не знаю, мы такой не пьем.
Ну, в целом, как бы, мне кажется, маленькая полка, да? Ты сама что думаешь? Ну, здесь, видите, вот распространенная капсульная такая штука. То есть штучку поставил, типа а-ля Неспрессо, вот такие вот. Вот, компресса. Вариант, выбор большой, что говорит о том, что здесь это популярно, это пьют. Вот такими, да, вот этими капсулами. Видите, вот вариантов много. Ну, Дольче, латте макиато. Варианты вот тоже присутствуют. Асимо. Ну, Италия, да. Starbucks. Дольче Густо, Starbucks. Ну, Starbucks я не знаю, кто его пьет, понятия не имею. Вот, смотрите, кафе Крема, Cup of Joy. Тоже вот такие вот наборчики, когда вы можете просто капсулу какую-то поставить, кнопочку нажать и получить готовый напиток. Но еще здесь, смотри, вот здесь еще есть рядом. Идем сюда. Ну, это тоже продублировано. Далмейр, видите. Кстати, про Далмейр много кто говорил среди наших подписчиков. Походу, сегмент такого автоматного кофе, он тоже популярен. И мне кажется, что кто-то его даже в джезве заваривает. Но запах идет. Здесь клапана нету, я клапан не вижу. Но запах идет. А, вот он есть. Ну, такой, да. Ароматик присутствует. Да, аромат как будто приятный, да. Может быть, даже и сварить его в джезве хорошо получится. По цене видно... Это что? Это какао. Какао. Гетранг. Био-какао, гуарана. Ну, потом будем уезжать, возьмем на тест, заценим. 5 евро стоит. 5 евро. Вот, кстати, идем сюда еще. Вот, смотрите, видите? То есть здесь все такими большими паками продается. Но здесь все то же самое, по идее. Идем. Так, ну все, в принципе, здесь. В общем, вот такая вот полка. Не знаю, как по мне, очень скудный выбор. Как будто бы он ориентирован на какой-то массовый продукт и полностью все автоматическое. То есть, какой вывод можно сделать? Автомат, полуавтомат и вот эти вот капсулы, да. То есть в джезве, я думаю, здесь никто не варит особо. Ну, как ты думаешь, у нас побольше выбор? У нас больше выбор, 100%. Тут одного Далмейра только. Вот смотри, это все Далмейр. И, кстати, про него много чего говорят. Скорее всего, мы возьмем Далмейр один и какой-нибудь такой попробуем. В Германии делают? Так, ну здесь долго разбираться. Вот, Germany написано. Germany, значит, это немецкий продукт. Ну, запах традиционно нормальный, но когда начинаешь его варить, он такой, получается, немножко горьковатый. В общем, вот такая полка. Все, поехали. С собой возьмем сейчас парочку пачек и сварим. Ну, какао. Какао, да, попробуем обязательно. Короче, взяли, набрали продуктов. Сейчас посмотрим, сколько получилось. Общий список получился 88 евро, и 20 евро была скидка из-за жетонов. В целом впечатления нормальные, цены адекватные, как мне кажется, как будто бы такие же, как у нас. Но у нас зарплата не в евро, к сожалению. Так, в принципе, нормально. И продукты, кстати, хорошие, удивительно. Вот мы уже второй день, получается, покупаем. Продукты реально вкусные. Так что можно. Так, все, двигаемся дальше. Это мы на подземной парковке магазина Шпар. Если чек показываешь талон, что ты припарковался, показываешь на кассе, то парковка бесплатна. Здесь парк машин.